В детском лагере «Гренада» появились новые арт-объекты, а здание коми-видеопроката украсил яркий мурал. Это все результат трудов ребят, которые приехали на окружной форум «Городские трансформации». Несколько дней творческая молодежь со всего северо-запада создавала проекты по благоустройству республики. А участники из коми имели уникальную возможность выиграть грантовую поддержку. Дарья Вологжанина вместе с участниками окунулась в мир дизайна и архитектуры. 4 дня не спали, придумывали, творили и проектировали участники окружного форума «Городские трансформации». Для реализации даже самых безумных идей у них были все условия. Команды делились на 3 трека – интерьер, экстерьер и акселератор проектов. У каждого направления свои уникальные проекты. Любой молодежный форум – это сообщество молодых, креативных и таких неравнодушных людей. И вот здесь собралось почти сотня со всех субъектов Северо-Запада для того, чтобы не только пообщаться, но и сотворить. То есть те их продукты, те их проекты, которые мы сегодня видели, они все могут быть запросто и легко реализованы в нашей жизни. Они интересны. Интересны не только молодым, но и взрослым. Поэтому это общение, это учение. То есть они учатся друг у друга. И самое главное, они дружат. Они потом долго общаются после форума. Они с нетерпением ждут других каких-то таких событий. Ну а для нас, для республики, очень ценно, что такая хорошая молодежь приехала к нам. Ребята, работающие на направлении экстерьер, поделились на 2 группы. Первые создавали малые архитектурные формы. Гренадская тропа, елки желаний и модные скандинавские скамейки и ящики были изготовлены специально для лагеря. Из материалов гвозди, доски и умелые руки. Второй группе посчастливилось выехать в Сыктывкар. Они создавали мурал на здании Коми-кино. Пространство рядом с Коми-кино, оно очень лофтовое, оно очень похоже на арт-пространство. Когда мы сюда приехали в первый день, здесь стоял диджей, который нам включал музыку, и это было действительно круто, под солнышком здесь рисовать что-то. И мы решили, что то, что мы сделали, мы просто реализовали каждую свою идею, не пытаясь при этом как-то их сильно объединять. Это может дать начало новому, действительно крутому пространству, где каждый житель города, житель республики может приехать просто со своими красками, со своими баллончиками и нарисовать что-то свое, что-то новое. Итогами работы трека «Интерьер» стали 3 дизайн-проекта для молодежного центра «Печоры». Это направление было одним из самых трудных, но интересных. Проектированию предшествовало детальное изучение ситуационного плана, исследование фокус-группы и свод-анализ. Команда под названием «Проектировщики от Бога» сделали ставку на функциональность и стиль. Они предложили сделать сцену, рабочую зону, зону молодой семьи, звукозаписывающую студию и комнату патриотического воспитания. Это было классно. Создавать проект, по сути, за 2 дня, потому что работать мы начали позже, потому что сначала было ознакомление. Это очень экстремальные условия, которые помогают развиваться тебе личностно и как-то еще и тимбилдинг на высоте из-за этого. Я свою команду оцениваю отлично. Мы очень хорошо сработались, мы понимали друг друга на полусловии. Наверное, самая счастливая на этом форуме была Светлана Григорович из Печоры. Дрожь в руках и в голосе не от холода, а от эмоций. Она выиграла самый большой грант – 200 тысяч рублей. Написала проект прямо на форуме, в первый раз. Благодаря ей в Печоре появится настоящая театральная лаборатория. Это невероятно. Это ощущение просто такого бомбического счастья, радости, удовольствия. Я счастлива. Ехала на самом деле просто так, поучаствовать, отдохнуть, но за утро, день, вечер и ночь написала проект благодаря потрясающим спикерам. И они дали мне надежду на то, что у меня что-то может получиться, потому что я реально не верила в себя. Это первый мой проект в жизни, и такой результат, это невероятно просто. Кроме театральной лаборатории, благодаря гранту в Печоре появится Доброштаб, в Усинске студия подкаста «Голос Усинска», а в Троицко-Печорске новые арт-объекты. Участники делятся, что за 4 дня набрались колоссального опыта и знаний в сфере урбанистики и архитектуры. Благодаря экспертам отточили свои проекты, которые теперь будут продвигать у себя в регионах. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал «Юрган».